выступления, заявленные в программе. Я расскажу немножко, меня несколько смутило название, честно говоря, с которым меня познакомили. Дополнительно общеразвивающая я, программа «Содержание». Предполагаю, о чем идет речь и с какой проблемой, скажем так, мы сталкиваемся. Мы это понятие, само название вида программы видим и в законе об образовании, и в порядке реализации дополнительных общеобразовательных программ, приказ Минпросвещения 196, который регламентирует, собственно, деятельность в рамках в системе дополнительного образования педагогов и руководителей. И вот согласно и порядку, и закону, образовательная программа, она же дополнительная общеобразовательная, по виду у нас общеразвивающая, должна иметь структуру 11 компонентов, согласно закону об образовании, пункт 9, статья 2. Объем, содержание, по нему результаты и так далее. Видно, да? Но дело в том, что мы разрабатываем, и эти программы только в нашем регионе заявлены как дополнительно общеразвивающие, которые разрабатываются на уровне педагога. Проблема вся в том, что, вот давайте проведем просто простую аналогию, да? Педагог в рамках, например, школы, учитель, или педагог в рамках среднего профессионального образования, колледжа, техникума и училища, это преподаватель, они свою программу разрабатывают в соответствии с требованиями стандарта, и она имеет очень короткую, скажем так, структуру. Например, у учителя рабочая программа по предмету, это планируемые результаты, содержание, тематический план. Все, только 3 компонента. У воспитателя, соответственно, те же 3 компонента в детском саду. Профессиональные образовательные программы, которые преподаватель разрабатывает, регламентируются самим учреждением и тоже не имеют такой огромной структуры. То есть дело в том, что закон об образовании регламентирует все-таки программу учреждения. Вот эта вся структура – это программа учреждения. Но в нашем регионе на эту структуру смотрят как на дополнительную общеразвивающую программу педагога, которая разрабатывается новыми педагогами. Мы понимаем, что педагогу разрабатывать эту программу в таком комплекте, скажем так, достаточно сложно. Мы развели на уровне учреждения, развели, на следующий год я буду исправлять эту ситуацию, то есть под дополнительной общеразвивающей программой мы будем подразумевать программу, которая разрабатывается на уровне учреждения. На сегодняшний момент вот мы прошли успешно проверку, скажем так, с нашими локальными актами, проверяющие органы согласились, мы развели эти компоненты по 2 уровням. На уровне учреждения разрабатывается дополнительная общеобразовательная программа и включает в себя необходимые компоненты для всех педагогов. Рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы, формы аттестации определены. Вот вместо рабочих программ учебных предметов у нас включены, курсов модулей у нас включены дополнительные общеразвивающие программы, которые разрабатывают, собственно, педагоги. Учебный план, планируемые результаты, сводные по направленностям, для всех направленностей и так далее. И вы видите, что некоторые компоненты, они имеют свойство дублироваться в конкретной дополнительной общеразвивающей программе, которую разрабатывает как раз педагог для своего объединения по своему курсу. Объем, содержание, планируемые результаты для конкретного содержания, учебный тематический план представлен. В модульных программах у нас представлены рабочие программы каждого модуля, соответственно, оценочные материалы, методические материалы, календарный план воспитательной работы с конкретными детьми, конкретными родителями. И понятно, что форма аттестации с оценочными материалами также представлены в этой программе. Вот на следующий год мы будем полностью исправлять эту структуру и делать так, как сделано во всех регионах страны практически. То есть я хочу, скажем так, продвинуть эту идею все-таки на уровне нашего министерства. Разговоры сейчас ведем об этом. В каком плане? Что все-таки вот дополнительная общеразвивающая программа – это программа на уровне учреждения, и она должна включать вот эти все, скажем так, компоненты. А программа педагога, она рабочая, то есть вот этот вот компонент, рабочая программа курса, либо модуля, да, она разрабатывается в более сокращенном виде. И мы там оставим по аналогии со школьными программами, облегчив участь нашим педагогам. Только планируем результаты, только содержание и календарно-тематический план. Все. Это удобно, это комфортно. Вот вопрос у нас стоит, конечно, по оценочным материалам. Методические материалы, они не меняются из года в год, по сути дела, за исключением, если только педагог меняет, скажем так, сам вид программы. Но с изменением программы меняются внутри. Мы оставим пояснительную записку, в которой как раз и перечислим вот эти вот подходы, скажем так, технологии, методы, методики, которые используем при организации образовательной деятельности детей. Здесь у вас нет вопросов по структуре? Потому что очень часто спрашивают, как разводить дополнительную общеразвивающую, дополнительную общеобразовательную программу, и все-таки вот какие компоненты в ней должны быть. У нас на сегодняшний день реализуется 50 дополнительных общеразвивающих программ, которые разрабатывают педагоги.
Нас... И, пожалуйста, рабочая программа. Да. Программа у вас на сайте выше? Все программы у нас выше на сайте, это, естественно, это обязательно требование. Да. По-разному вешают. А? Да. У меня тоже вопрос. Вот в некоторых случаях, вот я смотрела программы, которые в них организация планирует, то есть вот компоненты не в такой последовательности выстроены. Они, по идее, это чисто выдержка из закона об образовании. Просто в законе об образовании они разделены на два, скажем так, больших раздела. Организационно-педагогический, собственно, да, организационный раздел, который включает учебный план, график и так далее, да, вот оценочные методические материалы идут отдельно, и, собственно, содержательный блок. Вот если входят у нас в образовательной среде методические рекомендации 2019 года, которые РЦДО разработала, и письмо нашего Минобра, оно пришло, да. Они действительно? Они действительно, они работают, но дело в том, что там вот как раз структура задана несколько другая. Вот почему и говорим противоречие, каждый раз у нас внутри республики вот с этим мы сталкиваемся. Законный порядок, то есть наша федеральная нормативно-правовая база определяет вот эту структуру, но эту структуру для дополнительной общеобразовающей программы, которая не определена как программа педагога, но она должна разрабатываться по направленности. И логика здесь простая. У нас 6 направленностей, следовательно, в нашем учреждении должно быть 6 дополнительных общеразвивающих программ. Все физкультурно-спортивные, с рабочими программами, которые разрабатывают педагоги, все социально-гуманитарные, художественные и так далее. Вот мы на следующий год так перестроимся. Это можно сделать. Учебный план мы разрабатываем на учреждении, но он состоит из 6 блоков. Мы понимаем, по направленностям. То есть это будет уже на уровне республики? Мы сделаем это на уровне учреждения, но я сегодня вот буквально все это полугодие, с сентября месяца и даже с весны мы разговариваем с РЦДО, потому что эта логика задана именно РЦДО, разрабатывали рекомендации, они утвердило их министерство, которое не занимается, скажем так, и не работает в системе дополнительного образования, мы понимаем это, да, но мы хотим вот выстроить для министерских сотрудников очень простую логику, аналогию со школой, чтобы облегчить участь нашим педагогическим работникам. У нас получается, что программы, которые вы открываете, вот сегодня я являюсь экспертом, в том числе федеральным, по этим дополнительным общеобразовательным программам, конкурсных мероприятий, где мы их экспертируем. И вы знаете, программа на 177 страниц одногодичная – это ужас, это диссертационный труд. Зачем? На самом деле так не должно быть, потому что ни одна рабочая программа учитель, который разрабатывает, такой объем не имеет. Она там на 5 лет разрабатывается, 50 страниц максимум, включая особенно вот все запчасти. И все равно состоит из тех же самых 4 компонентов. Пояснительная записка, содержание, техплан, планируемые результаты. Больше ничего. Список литературы у нас утверждается на уровне учреждения, он включается в образовательную программу учреждения. Оборудование у нас в программе учреждения, календарный график, календарный учебный график имеет конкретную структуру, конкретные требования, исходя из своего названия, тоже на уровне учреждения утверждается. Программа воспитания, она утверждается на уровне учреждения, но ее может разрабатывать отдельно педагог, но включать ее в целом в программу нет смысла, потому что программа внутри программы получается. Вот, поэтому мы оставились календарный план воспитательной работы, он у нас есть на уровне учреждения, наши общие какие-то мероприятия, и каждый педагог для себя конкретизирует относительно своих детей, своих планов и так далее. Вот. Пойдем дальше. Ну и перечень программ 2020-2021 учебного года, я перехожу все-таки непосредственно к IT-ГУБу. Вот из 50 программ, в прошлом году у нас их было больше, 64, у нас было 17 программ в IT-ГУБе, 41 объединение, училось 440 детей. Это наша статистика. Красным я выделила программы, о которых Константин Андреевич уже говорил, это программы Яндекс.Лицея и Samsung федеральные, которые мы разрабатывали. И опять же, Константин Андреевич уже сказал, что у нас все программы практически преемственны. Простая, более сложная, простая, более сложная. Вы видите, это и по возрасту детей можно отследить, по объему, недельные нагрузки. Вот. Но в основном, вы видите, в прошлом году у нас практически все программы были одногодичными. То есть мы только-только приступали, был открыт IT-КОП, мы еще сами разбирались с содержанием, подбирали кадры, как это разрабатывать. Программы практически все, которые мы брали федеральные за основу, вот так называемые типовые примерные для IT-КОПа, они разработаны с большим объемом часов для продвинутых, скажем так, городских детей. Мы их немножко упрощали, поэтому это, скажем так, вот был некий пробный
Пробный этап. Да? Ну вот у нас была программа VR с машиной Голдберга «Физика для малышей», очень хорошая программа, интересная. Разработка VR-приложений «Старт», и потом уже непосредственно переходим к следующему возрасту. То есть мы устраивали вот именно вот эту преемственность всех программ, чтобы детей держать, удерживать в рамках этих занятий. У меня там пропали часы как раз на программирование робота Vido 2.0, там 2 часа в неделю. В этом году вы видите, как вместе с уходом кадров у нас ушли программы, у нас 10 программ ушло, осталось 7 программ, 26 объединений и 288 детей. То есть это существенные потери для нас с точки зрения требований федеральных, но если я правильно помню, Константин Андреевич, нам разрешили держать такое количество детей, да? Минимальное количество 200. Да, минимальное количество 200, потому что вместо 450, которые мы должны были дать в этом году, мы, скажем так, этот норматив новый выполняем. И опять же, мы говорим о том, что у нас остались программы, те, которые у нас могут преподавать педагоги, при этом здесь 3 совместителя и 2 штатных сотрудника. И вы видите, что мы с сокращением программ, поскольку нам нужно обеспечить нагрузкой в первую очередь наших штатных сотрудников, мы увеличиваем и срок освоения программ, и объем этих программ с 2 до 4 часов, с 1 до 4 лет. Да. Вот мы сейчас с вами были и на Лего Виду, Ева Трилайт мы заходили к Николаю Юрьевичу, да, основу алгоритма системного администрирования. И я, поскольку Константин Андреевич практически все сказал о наших программах, показывая вам экскурсию, о многих я вот на вопросы еще ваши отвечу, я хочу познакомить вас более подробно, может быть, остановиться на программах особых, которые у нас реализуются в IT-клубе. Это программа «Школьник 21 века», она модульная. Но, скажем так, она модульная не в чистом виде, в каком, опять же, прописано в федеральных и наших региональных методических рекомендациях. Что такое модульная программа или модульный подход к преподаванию? Это когда ребенок имеет право выбрать, например, из 3 модулей 2. Или когда педагог идет по своей программе и может независимые модули поменять местами. Понятно, да? То есть каждый модуль является относительно другого содержания неким таким независимым компонентом программы. И программа может включать только 1 или 2, 3 модуля, и мы их включаем или исключаем в зависимости от контингента обучения, от процесса обучения и так далее, условий каких-то. Либо мы их можем менять местами. Вот это в чистом виде модульный так называемый подход. Школьник 21 века, она у нас программа, Школьник 21 века, программа условно-модульная. В каком плане? Дети поступают на нее, вы видите, да, 1-2 класс изучают 2 модуля по полгода, 1 час, 2 часа в неделю, они приходят к нам в течение учебного года. Это классы, как уже сказал Константин Андреевич, которые приходят к нам в полным составом. Класс приходит, делится на 2 группы, одна группа уходит на знакомство с основами цифровой грамотности Константину Андреевичу, вторая группа уходит к Анастасии Леонидовне на знакомство с робототехническими наборами. Это 1-2 класс. Понятно, да? То есть они в 1 классе, например, изучают в такой компоновке модули, на 2 класс они меняются. Да, меняются. А вторая группа ходит на тот модуль, который не изучала, первая ходит на, соответственно, другой модуль. Для 3-4 аналогичная ситуация, но другое содержание. Знакомство с основами кибергигиены и знакомство с основами алгоритмики и логики. Программы независимы друг от друга, они дают разное содержание, но приращение, то есть это все ознакомительный уровень. Мы учим тех детей, которые не ходят к нам уже на наши программы в IT-клуб. То есть, опять же, чтобы выполнить норматив по приему детей, нам нужно посчитать их по головам. То есть дети не должны учиться в 2-3 программах, иначе мы, скажем так, опять же теряем статистические данные по нормативу. Поэтому это те дети, которые приходят к нам, понятно, что мы их зачисляем, они, если заинтересовались в сентябре, в октябре и хотят дальше заниматься, например, вот Лего, у Анастасии Леонидовны очень много детей, они охотно приходят заниматься, Николаю Юрьевичу сейчас подтягиваются наши 3-4 класс, вот. Ну, вот мы вынуждены их тоже зачислять, но нам в этом отношении легче, в каком плане. У нас вот соседняя школа, 2-я школа, здесь учатся все начальные классы, 5 первых, 5 вторых, 3 вторых, или 4-й, 3-й, 4-й, то есть часть детей у них учится в основном корпусе, через дорогу, но большая часть учится детей здесь. И вот эти вот классы, то есть всех детей мы, понятно, принять не можем. У них есть свои еще программы по робототехнике и так далее. Но часть детей приходит к нам на основные, но полным составом класса, еще раз говорю, которые не ходят к нам, приходят на вот эту программу «Школьник». Она 2-часовая в неделю, дети приходят 2 раза в неделю на
на вот эти вот занятия. 36 это 2 часа на полгода. Угу. Понятно? Здесь есть вопросы? Интересно, их учителя приводят или как это? Да, приводит учитель, да, в рамках группы продленного дня, либо после уроков. Да, после уроков они приходят к нам по особому расписанию, когда им удобно. Но родители этих детей, да, чаще большие дети уже, потому что эти дети приходят через переход к нам. Да. Вот. И чаще всего действительно приходят сами, потому что уже большие. Вот первый, второй еще класс, первый класс особенно их приводят учителя. Здесь какая у нас еще специфика? Проблема, в прошлом году мы столкнулись с проведением системы оценки, поскольку модульный подход ведут 2 разных педагога. У нас по нашему положению о контроле, текущем контроле промежуточной аттестации, текущем итоговом контроле промежуточной аттестации, мы проводим промежуточную аттестацию в одногодичных программах в декабре месяце, итоговый контроль в мае. Поскольку данная программа модульная и независимые модули, мы для себя определили, что итоговый контроль проводит тот педагог, который завершает учебный год в мае месяце, а промежуточную аттестацию проводят оба педагога по модулям, а итоговый контроль выставляется, уровень определяется освоение всей программы, вот в данном случае программа «Школьник 21 века» на конкретном году обучения, проходит по итогам среднестатистической этих 2, скажем так, уровней, этих оценок. Если, например, ребенок модуль знаком с основой цифровой грамотности, первый модуль освоил на высоком уровне, а второй на среднем, то по среднеарифметической, да, мы выставляем ему высокий уровень освоения программы первого года обучения «Школьник 21 века». То есть эти программы, они независимы, на следующий год этот класс может не прийти к нам. Да, то есть ребенок может освоить, вот в этом модульность программы и состоит. Он может освоить только один модуль, на следующий год может этот класс к нам не прийти. Или класс может прийти к нам только первый раз в 3 классе, и тогда они попадают вот на эти 2 модуля. То есть они не изучают эти 2, они разработаны в соответствии с возрастными особенностями только для 1-2 классов. Вот. Это вот особенность, мы как бы думали, как все-таки выстроить именно систему оценки освоения этих программ. И этой программы. И вторая программа «Программирование роботов LEGO 2.0» у Анастасии Леонидовны. Мы ее изначально тоже планировали сделать модульной, но поскольку содержания очень много, она авторская, она у нас уже 3-й раз переделывается. В этом году она 4-летняя. Думаем по поводу либо возвращаться к 3-летней, либо оставлять ее 4-летней. То есть каждый год мы ее разрабатываем и апробируем. Дети, понятно, чтобы без ущерба для освоения программы в целом, для тех учащихся, которые учатся по ней. Вот. Но мы убрали модульный подход из этой программы, поскольку очень сложно разрабатывать модульную, при этом еще и разноуровневую. Да? Вот это достаточно сложно сделать. Мы оставили только ее разноуровневой. Первый год обучения у нас ознакомительный, изучаются механизмы на базе простого лего-конструктора. Второй год обучения стартовый уровень сложности, дети изучают программирование. На 3-м годе обучения изучают механику, пневматику, опять же с использованием лего-конструктора, но это тоже базовый уровень сложности. И 4-й год обучения продвинутый уровень сложности, где изучается лего вместе с Scratch. Программирование на основе Scratch. Вот, 4 года обучения, в основном Анастасия Леонидовна опять же учатся учащиеся начальных классов, и мы понимаем, что на 4-й год обучения мы ребенка принять не можем, даже если он очень хочет, да, только с подготовительным каким-то этапом, то есть со школьника 21 века. Но мы можем ребенка принять на 1-й и на 2-й год обучения, можем принять на 3-й год обучения, опять же, только после школьника 21 века, на 2-й и 3-й год обучения. На 1-й год мы обучения можем принять всех без подготовки, потому что это точно такой же знакомительный уровень. Вот в этом специфика разноуровневых программ. И если мы бы, например, задавали базовый, продвинутый уровень, да, вот 2-летнюю или 3-летнюю, то мы понимали, что мы можем принять детей только на 1-й год обучения, а на следующий уже без подготовки детей сложно принимать. Либо нужно проводить какие-то вступительные испытания, чтобы понять, ребенок справится или не справится, чтобы педагогу не осуществлять 2-3 подготовки для каждого занятия, для отдельных групп детей. То есть у разноуровневых программ есть вот такая вот специфика именно по приему детей. Мы здесь это ушли, увеличив, скажем так, вот ознакомительный стартовый уровень 2 года обучения. То есть можем принять и на 1-й, и на 2-й год обучения. Тут есть вопросы? Представляете, этот уровень высокий, средний, базовый, какой-то есть документ,
Конечно. В каждой программе дополнительной общеразвивающей разработаны оценочные материалы, на основе которых либо тест, либо критерии оценки практического задания, на основе которого педагог в текущей деятельности, в текущем контроле выставляет уровень освоения темы или раздела. Какая-то своя зачетная книжка по этим программам? Нет, мы оформляем все это в журнал. В журнале оформляем, естественно. Мы его ведем в электронной форме и только для контроля и для архива его распечатываем. То есть он, ну, скажем так, оформляется в электронной форме в программе. Кто-то Excel, кто-то в Word, в зависимости от, опять же, этой компетентности педагога. А один у нас только педагог в этом году вот продолжает вести в бумажной форме, но он же очень возрастной, сложно ему переучиваться, поэтому для него разрешили ему вести в бумажной форме журнал. А в основном педагоги, кроме журнала, ведут еще так называемые карты развития детей, куда фиксируют вот как раз непосредственно по предметным и метапредметным результатам своей оценки, то есть уровень выставляют. Имею в виду именно оценку, не отметку, да, понимаем различия со школьной системой, а именно оценку уровневой у нас. То есть для аттестации, для каких-то вот конкурсных, опять же, мероприятий, там, где нужно представить эффективность, мы представляем наши экселевские формы с показателями по планируемым результатам, с характеристикой по уровням, и либо с баллами 3, 2, 1, либо баллы эти переводим сразу в уровень, чтобы можно было, скажем так, если не считается у каждого педагога своя система, это прописано в дополнительной общеразвивающей программе. Как он считает? Считает ли он среднюю между баллами, либо сразу выставляет уровень. Еще вопросы? Вот. Предваряя, скажем так, опять же, ваши вопросы, вот, возвращаясь к предыдущим, с какими проблемами мы сталкиваемся при разработке, в данном случае, программ, да? При реализации вы уже понимаете, какие могут быть проблемы. Это когда детям неинтересно, когда детям скучно, когда дети торопятся. Еще у нас есть проблемы, когда дети ходят на много объединений, и они не успевают, не опаздывают и так далее, либо уходят пораньше, либо вот по расписанию на этот урок я могу прийти на это занятие, а в это занятие не могу прийти. Да? И мы понимаем, что если в школе он четко ходит, и линейная система обучения, то есть если он что-то пропустил, то он должен самостоятельно это освоить, потому что дальше у него будут проблемы. То у нас вот каждый раз, когда дети выпадают на какие-то другие мероприятия, не приходят на занятия, педагог вынужден, понимаем прекрасно, да, с этим ребенком дорабатывать индивидуально здесь же на занятии. Он в другое время не сможет прийти и сам это не освоит, у него нет дома. Индивидуальными заданиями. Либо групповой формой работы, когда группа, например, основная группа на прошлом занятии сделала это задание, и они, например, его на следующем занятии продолжают, ребенок подсаживается в эту группу, и они ему должны объяснить, вот у нас на Софии Леонидовны именно такая форма работы чаще принята. Ребенок подключается в эту группу, и он за одно занятие восполняет, скажем так, те необходимые пробелы, которые ему нужны для последующего обучения. То есть вот в этом сложность, в принципе, обучения в системе дополнительного образования. Что если ты выпал на одном занятии, у тебя практически самостоятельно нет возможности это освоить. Но это может повлиять на качество освоения программы в целом. А мы точно так же боремся за качество образования, как и в других системах. Я вот сегодня могу, завтра не могу. Да, поэтому у нас практически сентябрь месяц, это такой, скажем так, несколько сумасшедший месяц, когда мы составляем расписание, удобное всем детям. Причем наши дети ходят на несколько объединений внутри нас, и наши педагоги садятся и по каждому ребенку точкуют, составят так расписание, чтобы удобно было всем детям ходить на эти занятия. Но дети чаще всего ходят еще и на школьные какие-то кружки, ездят в город, в кванториум умудряются, в другие какие-то детские спортивные школы ходят, и сюда хотят ходить в IT-клуб, например. И вот точно так же мы составляем расписание, точкуем и прочее. То есть у нас бывает вот 1-2 ребенка за сентябрь-октябрь, когда они не стыкуют расписание, не получаются их категорически, да, они тогда уходят совсем. Но это буквально вот 1-2 ребенка, не больше. Потому что мы стараемся удержать тех, кто пришел, принес заявление. С апреля месяца мы начинаем собирать заявления на следующий учебный год. Мы стараемся делать расписание так, чтобы всем детям было удобно. И мотивируем, конечно, детей, мотивируем родителей, чтобы они сделали все-таки четко свой выбор и определили свои приоритеты. Бывает, что родители хотят, чтобы ребенок и художественным творчеством занимался, и в спорте был, и цифровые
скажем так, вот эти вот ресурсы тоже осваивать инструменты. Давайте все-таки определяться, что вам в приоритете. Как вы проводите собрание, да, в начале Да. года? Мы собрание проводим и в конце года учебного, наше открытое, да, потому что у нас, как правило, многодетные семьи, это дети идут потоком друг за другом. И работаем с детьми, с родителями в начале учебного года, естественно, и при принятии, больше это индивидуальная работа при принятии заявления. То есть, когда приходит заявление, мы сразу говорим, вот у нас такой-то перечень программ, и нам, например, выгоднее, чтобы ребенок ходил на все программы только к нам. Это вот касается, например, он ходит в IT-клуб, при этом же ходит, занимается спортом, при этом же ходит, например, социально-гуманитарной, либо в театральную деятельность и так далее. Или девочки, например, декоративно-прикладным творчеством занимаются, или на гитару ходят, если мальчики с музыкальным слухом и прочее. А еще такой вопрос. Вы начинаете набирать детей когда? В апреле. В апреле. У нас в апреле как бы традиционно проходят открытые воспитательные мероприятия, открытые занятия для детей, для родителей, для жителей села. Поэтому вот открытые мероприятия, куда можно прийти, посмотреть воочию, чем занимаются дети. И группы формируются до мая или до сентября? Нет, до сентября. Мы до 10 сентября формируем группу объединения. Если где-то у нас не получается, мы выходим в школу и работаем с 1 сентября уже непосредственно на классных часах, на родительских собраниях в первых школах и так далее, если вот у нас проблемы с набором детей в конкретных объединениях. В этом году мы еще запустили, ну, конечно, это, наверное, не ново, но вообще мы решили майские мероприятия по отчетам тоже, которые у нас идут, мы решили провести, немножко укоротить как мы онлайн провели в течение года, каждый педагог. Открытые будь то занятия. IT-клуб, будь то не IT-клуб, мы вели прямые трансляции на нашей странице ВКонтакте. Ну, соответственно, знаете, что записи эти свободно можно скачать. Во-первых, это копилка педагога очень хорошая, и он на себя со стороны может посмотреть. А во-вторых, вот смотрите, ну вот, допустим, даже педагоги, ну, может быть, у которых что-то западает, да, скажем так. Ну, с точки зрения методической работы, это очень хорошее подспорье. Это очень хорошая реклама для родителей, для села, потому что группа ВКонтакте у нас открытая, подписаны не только наши родители. Огромное количество уже подписчиков, да, и вот количество просмотров, кстати, я вот так мониторю, я тоже за страничку отвечаю, оно реально, ну, как бы, прирастает и возросло, и количество просмотров, ну, меня, по крайней мере, радует, что граждане интересуются то, чем мы живем, да? Ну, родители. И это тоже определенная, скажем так, реклама. Вот уже сейчас буквально идут родители, начинают уже сейчас приходить писать заявление. Вот. Мы дальше понимаем, что это заявление написано, но ребенок еще не зачислен с нового учебного года, да? Вот. Потому что дальше родители должны подтвердить либо телефонным звонком, либо каким-то образом письмом, либо сообщением, да, что они действительно будут ходить. Но у нас, как правило, те, кто весной написал, они стараются занять место, особенно наше востребованное объединение, к сильным педагогам, скажем так, нашим интересным личностям. Вот. Они стараются в первую очередь занять место, чтобы точно попасть. У нас по большинству таких педагогов формируется резерв учащихся, по 3-4 до 6 человек мы в сентябре формируем список резерва. То есть вот когда у ребенка не получается по расписанию и он все-таки уходит, мы зачисляем следующего из резерва. Ну а наши физкультурно-спортивные, там, где вот мы не ограничены каким-то спортзалом, например, или инвентарем, да, вот как здесь вот в IT-клубе объединением, мы практически увеличили, то есть не ограничиваем, вот мы говорим, да, у нас объединение 12 человек, а может по факту сидеть и 14, и 16, и 20, потому что у меня, например, я в первой школе преподаю свою программу основы проектной деятельности, у меня сидит 34 человека. То есть вот максимум объединения, но я могу себе это позволить, да, потому что я пришла в школу, я веду в классе. Если мне нужен компьютерный класс, я разбиваю их на группы по расписанию и так далее, мне нагрузка это позволяет сделать. То есть мы мобильны в этом плане. Есть программы, где у нас индивидуальное обучение, это программа «Игра на барабане», потому что установка одна, педагог работает с ребенком, да, и каждый вот это, ну, это обычно как в музыкальной школе также. На гитаре у нас, на гитара с нуля, например, там 4 человека, может быть, в основной программе у нас пропедевтика есть и основная программа, там уже 6 человек. То есть вот в этом плане мы не ограничиваем набор детей, и если у нас, вот, например, физкультурники хотят, чтобы ходили все резервисты, они потом, когда мы часть программы уже освоили, команду сформировали, она сыгралась, и потом кто-то выпал, и мы зачисляем ребенка, и он опять с нуля начинает. Нет, они приглашают всех, но ребенок ходит, пока не зачислен. Вот у нас есть такая фишечка. То есть родители на это соглашаются, опять же, только для того, чтобы ребенок был занят, ребенку интересно, он хочет ходить. Ну а мы стараемся всех резервистов не держать до конца учебного года и так или иначе их зачислять. Есть вот такие, скажем так, определенные нюансы
по зачислению детей. И проблемы с разработкой, собственно, самих программ, опять же, что взять за основу? Насколько мобильно ее можно, скажем так, менять в течение учебного года. Мы понимаем, что программа – это документ нашей зарплатный, финансово-экономический документ, потому что по его реализации мы получаем заработную плату, следовательно, он в журнале должен быть отражен, он должен стыковаться с журналом, это внутренние и внешние проверки, программа и журнал, они должны вот в течение учебного года быть, соответственно, одинаковыми. То есть мы не меняем программу, пока эта группа не закончит этот учебный год для конкретного объединения, для конкретной группы детей. Они вступили в эту программу, и мы можем поменять только что-то вперед, пока журнала нет. Журнал оформлен, все, этот год для этой группы мы уже ничего не меняем, понятно, да? Вот, потому что в течение, пока журнал – это документ строгой отчетности, они в архиве хранятся, по-моему, 25 лет или 15 лет в нашей системе, точно сейчас не помню, менялись требования. Мы эти вещи храним, но педагог для нового набора может поменять программу полностью. Да, мы увеличиваем годы обучения, мы сокращаем годы обучения, увеличиваем количество часов, добавляем модули, но это для нового набора детей. И таким образом у педагога может формироваться, вот у него 4 группы, 4 года обучения, у него может быть 4 разных программы с одним названием. Но это для каждого года, то есть утвержденность со своим титульным листом и так далее. Вот. Как правило, на сайт мы все такие программы не вывешиваем, чтобы не путать наши проверяющие органы, а внутри утверждения мы все эти программы храним, это понятно, для проверки. Вот. Большинство программ, опять же, мы понимаем, откуда мы берем содержание. Очень просто разрабатывать программы физкультурно-спортивной направленности, потому что есть типовые для предпрофессиональных, для детских и юношеских спортивных школ. А все остальные программы, включая ТИКОП, они практически авторские. И мы пишем обязательно в пояснительной записке, что данная программа в конкретном учебном году, утвержденная, проходит апробацию. То есть, если она одногодичная, мы ее разрабатываем на 1 год, она проходит апробацию в течение 1 года. На следующий год, следовательно, мы либо с ней убираем это, переутверждаем ее, как правило. Это пояснительные записки, да? Да, мы все это в пояснительной записке прописываем, да. Пояснительная записка, потому что, как бы вот, исходя из структуры самой программы, да, пояснительная записка очень много туда уходит. Поэтому она является у нас обязательным компонентом, в отличие от школьных программ. И мы это обязательно уточняем, что программа авторская проходит апробацию либо в течение 2, 3, 4 лет, в зависимости от лет ее освоения. Вот. Для ТИКОПа, я уже сказала, мы взяли примерные программы, но на сегодняшний день, вот работаем 2-й год с программами, я понимаю, что мы очень далеки уже от них, от этих типовых программ. Педагог приходит новый со своими, например, вот сейчас, да, Николай у нас работает 1-й год, он приходит со своей компетентностью, да, со своим видением этого содержания программы, и он начинает ее менять. Пока он пришел у нас не с 1 сентября, по-моему, да, чуть-чуть позже, то есть он пришел на ту программу, которая утверждена, и, соответственно, журнал заполняет тот, который, чтобы 2 документа состыковывались, мы понимаем это, да, вот, но понимает на следующий год, если у нас остается работать как совместитель, мы эту программу будем менять, то есть он на занятиях апробирует другие темы, другие инструменты, другие программы, по-другому выстраивает логику развертывания учебного материала, следовательно, будет меняться КТП. Вот. Календарно-тематический план мы вынесли его из обязательных компонентов, это документ педагога, да? То есть как программа реализуется, хоть кверх ногами, как говорится, да, вот это дело в соответствии с законом образования, это право самого педагога, именно потому что у нас нет стандартов, мы здесь не ограничены стандартами. То есть в школе учитель не может перевернуть программу кверх ногами, скажем так, да, и идти с последней темы к первой или там середины начать. Мы можем себе это позволить. Ну, потому что система именно дополнительного образования. Вот поэтому у нас большинство программ практически авторские. Ну и я думаю, что мы заканчиваем в этом учебном году 5 программ, апробацию 5 программ авторских, будем выносить их на Республиканский экспертный совет в КРИРО на экспертизу для установления авторства, для получения свидетельства об авторской программе. Это опять же вес и для педагога, и при аттестации, и для зарплаты, скажем так. Есть еще вопросы какие-то? Передаю слово, задержала Георгий Алексеевич, педагог дополнительного образования, Центра цифрового образования.